В эфире новости, в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале коротко о темах к этому часу. В настоящее время в регионе продолжается завоз топлива, однако поставки осуществляются не в тех объемах, которые были предусмотрены. Узнаем подробности. В третий день июля отмечается День госавтоинспекции. В Усть-Салтанском улусе поздравили ветеранов отрасли. Имена победителей чемпионата России по стрельбе из лука уже известны. Сегодня в борьбе за бронзовую медаль среди смешанных команд по лучном луке Якутию представили 2 спортсмена. По решению руководства республики создан оперативный штаб по топливообеспечению, который возглавил первый заместитель председателя правительства Дмитрий Садовников. В настоящее время в регионе продолжается завоз топлива, однако поставки осуществляются не в тех объемах, которые были предусмотрены заключенными договорами. В связи с этим оперативным штабом принято решение о введении временных ограничений на отпуск бензина и дизельного топлива на отдельных участках. Подчеркивается, что данные меры носят временный характер и будут отменены сразу после стабилизации схемы поставок. Для координации работы аналогичные штабы по топливообеспечению созданы в главных исполнительных органах государственной власти в улусах республики. Власти региона держат ситуацию на постоянном контроле и принимают меры для обеспечения бесперебойного снабжения населения и предприятий топливом. Я призываю население, чтобы не паниковали. И здесь работу и мы ведем и понимаем, что вот этот ажиотаж, он временный характер имеет. Такую же информацию мы получаем из федерального центра. Сегодня федеральный центр ведет работу по восстановлению тех потерь, которые у нас есть в регионах страны. И сегодня мы также координируем работу местным поставщикам, чтобы отпуск топлива был в приоритете, учитывая наш большой регион. В третий день июля отмечается День госавтоинспекции. Сегодня со сцены Центра культуры и современного искусства имени Гагарина прозвучали слова поздравления от главы республики Айсена Николаева, министра внутренних дел Якутии, а также от Якутской епархии Государственного собрания Элтумен. Высокими наградами были отмечены как действующие сотрудники, так и ветераны ГИБДД. Сегодня Якутское управление входит в десятку лучших по России. За высокими результатами стоит труд 650 сотрудников, среди которых 320 инспекторов ДПС. Если брать в разрезе с 18 по 25 год, у нас на 50% сократилось количество дорожно-транспортных происшествий, на 53% сократилось количество погибших. Это довольно-таки очень большой процент. Ну и сегодня, конечно, есть над чем работать в дальнейшем, есть на кого равняться, вот на наших ветеранов. Свой профессиональный праздник отметили сотрудники в Усть-Алданском улусе. Сегодня там поздравили ветеранов госавтоинспекции и тех, кто днем и ночью носят службу ради безопасности на дорогах. В самом районе у истоков автоинспекции стоял Дмитрий Ефремов. Он и работал с 1969 года первым и единственным инспектором в районном отделе внутренних дел. Сейчас районная государственная автоинспекция имеет 7 сотрудников. С этим праздником сегодня хотелось бы поздравить наших коллег, уважаемых ветеранов и тех, кто всегда нам помогает. Искренне хотелось бы их поздравить и пожелать им здоровья, успехов в личной жизни, ну и, конечно же, счастья. Одним из самых ярких событий 19-го республиканского эссе Холонухо в Кабельском районе сегодня станет торжественное открытие Тюсюльге-Осохой республиканского конкурса «Запевал волшебный танец солнца». Лучшие исполнители со всей Якутии продемонстрируют искусство импровизации, сохраняя одну из главных национальных традиций народа Саха. На месте работает наш корреспондент Даяна Федорова. Она на связи с нами. Привет. Раннего утра мы уже несколько раз подключались. Ну что ж, настал поздний, достаточно вечер. Мероприятия на этом, конечно же, не заканчиваются. Мы сейчас подошли совсем скоро начнется торжественная церемония открытия Тюсюльге-Осохой и республиканского конкурса «Запевал кругового танца Осохой» «Волшебный танец солнца». И действительно, этот конкурс давно уже стал некой визитной карточкой эсэха Олонхо.
все знают, что это за конкурс, и сотнями, да, всех наших известных запевал принимают участие. Ну а пока есть свободная минутка, так сказать, познакомиться с делегациями районов. Наша съемочная группа такой момент, конечно же, не упустила. И мы сейчас познакомимся с делегацией Вилюйского района. И вот рядом с нами сейчас Надежда Николаевна Иванова, она представитель всей делегации. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, сколько вас? Вы все очень красивые. Спасибо. Наша делегация приехала вчера в составе 46 человек под руководством заместителя главы по социальной политике Александра Комарова. Среди нас именитые мастерицы, алынхасуты, запевала сохая, кузнецы. И мы будем выступать, принимать участие на всех конкурсных программах цеха. Также мы с волнением будем представлять нашего земляка, именитого алынхасута Василия Осиповича Каратай-Багалай, которому нынче исполнилось 100 лет. И у нас там тоже своя программа. Также у нас основным представителем является народный коллектив Арджагыл Алынхасута Витаюксутов имени Василия Осиповича Каратаева. И мы, конечно, намерены выступать успешно, с успехами. И мы поздравляем всех организаторов и участников 19-го республиканского эссе Холонко. Желаем всем удачи. Пусть этот эссе Холонко останется незабываемым событием в жизни, в культурной жизни нашей республики, в год культуры Республики Саха-Якутия. Ну что ж, да, спасибо вам большое. Желаем удачи. Да, и ну что ж, торжественная церемония открытия этого тюсельге начнется через час. Наши несколько съемочных бригад, конечно же, будут продолжать освещать все события ИСЭХа, так что не отключайтесь, да, смотрите наши дальнейшие сюжеты. На этом у меня все. Даша, я передаю тебе слово. Спасибо, Даяна. Ждем от тебя подробностей на завтрашнем празднике. Ну а мы переходим к другим темам. МЧС Якутии усилила парк техники беспилотником Суперкам С-350. Спасательные подразделения республики получили современную беспилотную систему самолетного типа на шасси повышенной проходимости. Новая техника значительно повысит эффективность мониторинга природных и техногенных ЧС, позволяя спасателям оперативно получать информацию и координировать действия даже в труднодоступных районах Якутии. Технические характеристики: дальность полета — радиус 50 километров, высота до 5 километров над уровнем моря. Рабочая высота получается от 1,5 километра. Скорость полета 72 километров до 120 километров в час. Оснащен видеокамерой, теплой видеокамерой и фотоаппаратом. Сегодня произвели первый учебно-тренировочный полет, и по результатам цели и задачи выполнены. Свыше 1300 военнослужащим и членам их семей из Якутии оказали психологическую помощь за прошедший месяц. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель директора Республиканского психологического центра Анатолий Кузьмин. По его словам, специалисты провели свыше 1500 индивидуальных и групповых занятий. Кроме того, на неделе ряд филиалов центра в Улусах и главный офис провели спецмероприятия, посвященные Дню ветеранов боевых действий. Они включали экспресс-тесты, консультации и беседы. Были также опробованы новые аппараты. Напомним, в головном центре и в филиалах регулярно проводятся групповые занятия для семей участников СВО. Занятия направлены на создание поддерживающей среды, где семьи смогут делиться опытом, получать психологическую помощь, развивать навыки взаимодействия друг с другом и находить внутреннюю опору. В Якутске прошел второй Восточно-Азиатский форум по общественному здоровью, объединивший экспертов России и стран Восточной Азии. Организаторы уделили большое внимание практической работе с горожанами. Ключевым событием в рамках форума стал этнофест «Традиции здоровья». Желающие могли пройти бесплатную диагностику и получить консультации врачей. На площадке «Этносилы» и «Энергия рода» посетители выполнили функциональные упражнения, ознакомились с играми Хабулык-Хамыска, испытали ловкость и координацию. Тысячи якутян
получили практические рекомендации по своему здоровью и прикоснулись к уникальным традициям здоровья народов Якутии. В рамках фестиваля медицинский осмотр уже граждане проходят. Они получают не только медицинский осмотр узкими специалистами, но и поговорить о факторах риска развития здоровья человека, да? О том, что влияет, как влияет, какие пагубные привычки могут к чему привести. Да? А вообще здравоохранение оно направлено по большинству на медицинскую профилактику, то есть это упреждение заболевания. Да? Не только выявление уже имеющегося заболевания, но еще выяснить, откуда сейчас может появиться заболевание, принять определенные меры. Кроме того, еще сейчас мы работаем над тем, чтобы и факторов риска уже не было. Купальный сезон в самом разгаре. Вместе с теплой погодой растет риск водных происшествий. По информации городской администрации, в самые жаркие дни пляж на 202-м микрорайоне собирают порядка 10-15 тысяч человек в день. С начала лета в Якутске не зафиксировано смертельных случаев на воде. Однако МЧС напоминает, соблюдение простых правил, таких как трезвое купание в специализированных местах, может спасти жизнь. Стоит отметить, что в Якутске действует 2 официально разрешенных пляжа: городской на 202-м микрорайоне и пляж озера Сугун на Вилюйском тракте. Имена победителей чемпионата России по стрельбе из лука уже известны. Сегодня в борьбе за бронзовую медаль среди смешанных команд в блочном луке Якутию представили Даяна Винокурова и Павел Мартынов. Их соперниками стали спортсмены из Ярославской области. И после напряженного матча с отрывом в 1 очко 3-е место на пьедестале досталось якутянам. А золото в этой дисциплине завоевали представители столичной сборной Арина Черкезова и Артем Николаев. Далее прошли одиночные соревнования. Чемпионы в блочном луке среди мужчин Артур Сибиряков, среди женщин Арина Черкезова. Волнительно. Очень волнительно. Прямо перед своими стрелять, это оказывается очень сложно. Но все равно это была такая поддержка, то, что вот за нас болеют, то, что мы не одни. В последних сериях у нас сравнялся счет, и это было очень волнительно. Поэтому мы как вместе стали работать как команда до конца, и вот попали последние выстрелы по десяткам и выиграли на 1 очко. К этому часу это все актуальные новости. До встречи в дальнейших эфирах.